привет! В эфире 380-й выпуск программы «Пропеллер». Да, сегодня у нас в студии работают Марина Никонова и Олеся Ларчук. И Илья Цой. Давайте начнем с того, почему наш сюжет сегодняшний посвящен путешествиям. Потому что надо путешествовать. И Олеся, собственно, путешествует. Да, потому что, Олеся, мы знаем, ты уезжала в Питер на Новый год, и у тебя есть определенные путевые заметки. Просто я фиксировала все свои приключения. Их было достаточно много. За 1,5 года у меня столько приключений не набралось, сколько за неделю в Петербурге. Одно из приключений — у меня заблокировали карту, на которой были все деньги. Ты сидишь в чужом городе, наличными деньгами у тебя 80 рублей, и тут бац, денег нет вообще. Да это же можно было поиграть в «Орел и решка», у тебя 80 рублей, и ты должна выжить в Питере 2 дня. У меня были яйца и хлеб. Ради чего нужно ездить в путешествия? За приключениями. Вот какие приключения помимо заблокированной карты еще? 2 дня нелегально я жила в общежитии у подруги. Что было нелегального? Я влазила в окно, я входила, выходила через окно. Хорошо, был 1-й этаж. В какой-то день мне надо было просто выйти, пройтись по коридору, там на кухню сходить. И я в лоб в лоб с вахтершей встретилась, и все. Я знаю, что если тебе нужно пробраться к друзьям в общежитие, они живут где-нибудь на 5-м этаже, тебе просто берут и спускают красную ковровую дорожку, по которой тебе предполагается не идти, а зацепиться за нее, и твои друзья тебя должны поднять. И вот очень много всяких смешных историй связано с тем, как люди управлялись с этим лифтом. И вот в этом случае, если бы ты столкнулась лицом к лицу с вахтершей, можно было сделать просто так. Удачи! Какие-нибудь, может быть, твои соседи тебе запомнились, они там отличались? Да, запомнились. Там я обрела свою первую коммунальную семью. Боже. Это коммунальная. Ну, в общем, еще больше интересных историй в сюжете Олеси. Давайте посмотрим. Почему именно Питер и на Новый год? Мне просто захотелось сменить обстановку и увидеть что-то новое. Билеты я купила на 10 дней и 9 ночей. Я не планировала все заранее, поэтому они обошлись недешево. Но мне не жалко, на эмоциях не экономят. Извиняюсь за свой внешний вид, я только проснулась. После дороги я поспала всего 3 часа. Вырваться куда-то под Новый год крайне волшебно. Приехав в Питер, я встретила друзей, которых не видела 2 года. Это самый замечательный подарок под Новый год. Эмоции. Бросив вещи в комнате общежития, я отправилась гулять по Питеру со своей подругой Машей. Неизгладимое впечатление произвели Невский проспект и Дворцовая площадь. Вообще, в городе очень много всевозможных булочных, кондитерских и кафе. Мы посетили кондитерскую 1902 года основания, которая внесена в Красную книгу знаковых мест Петербурга. А это выставка Владимира Абих и Славы ПТРК «Уличная грязь». Герои этих фото – люди, которые остались без дома. За каждым лицом, за каждым взглядом есть своя непростая история. Друзья, ходите в Эрмитаж, но и не забывайте современные экспозиции. my way.
В новогоднюю ночь мы с подругой гуляли по городу. Народные гуляния были одними из самых масштабных на моей памяти. Там мы знакомились с прохожими и поздравляли друг друга с волшебным праздником. Маленькой елочке холодно зимой. Я не знаю, если привет! Владивосток, привет! Чита, привет! На второй день пребывания в Питере я перебралась жить в хостел. Чем он хорош? Здесь вы живете за адекватную цену, а еще встречаете других туристов, которые могут быть и из других стран, как в моем случае. Ребята, которых я не знала, вдруг стали такими родными, настоящими друзьями. В уютной кухне мы знакомились, готовили, даже танцевали. А еще рассказывали друг другу о том, откуда мы. Гуляя по вечернему Петербургу, мы успели заглянуть в кафе, где я попробовала великолепный тирамису. Последующие дни были настолько яркими, что полностью слились в одно целое. Но особенно мне запомнилась галерея. Торговый центр, в который должен попасть каждый турист. Чего здесь только не было, включая комнату-мастерскую Деда Мороза. Мой вам совет. Если вы хотите увидеть Питер как настоящий турист, то больше гуляйте. Утром, днем, вечером, неважно, главное гулять. Каникулы – это превосходно. Главное рискнуть в нужный момент, а можно и в ненужный. Не экономьте на воспоминаниях, они бесценны. Вот во время новогодних каникул сидишь с друзьями и вот не знаешь, куда пойти. Кино надоело, в кафешке посидеть надоело. Ну и податься некуда, парк закрыт. И тут... Возникает такая вещь, как работа. Встаешь в 9 утра, приходишь в 7 вечера. Вот это жизнь. Есть всегда чем заняться. Нет, звонит волшебный редактор и говорит, есть новая крутая фишка, называется Квест-рум. Я говорю, что это такое? Тебя закроют в комнате. Я говорю, хорошо. Ты должна будешь найти выход. Хорошо. Ты будешь капитаном? Я говорю, да. Тут даже не столько, мне кажется, цель этой игры там, прокачать свою логику, сколько привить, наверное, человеку вот способ рационального мышления, как не тратить время на всякую ерунду, а как конкретно двигаться к цели. Вот это в нашей жизни всегда особенно ценно. Квест-рум выход мы отправились покорять веселой девчачьей командой. Первым делом мы прошли инструктаж от администратора Карины. Включаем только голову, используем только логику. Самое главное – внимательность. Это залог вашего успеха. Вы готовы? Да! Наша цель – выбраться из комнаты. Ну и, конечно, мы не поняли, с чего нужно начинать. Мы решили воспользоваться подсказкой. Для этого необходимо сделать одно нехитрое телодвижение. Больше всего понравился сам процесс игры. Это было довольно-таки увлекательно. Были, конечно, такие некие моменты страха, какие-то резкие звуки. Радовало то, что есть подсказки. Администраторы постоянно наблюдают за вами с помощью скрытых камер и по вашей просьбе дают подсказки. Ключка. Что самое интересное, у меня не было таких моментов, когда мне хотелось выйти и сказать: о, все, стоп, хватит, остановите. Это как бы захватывает. Ты приходишь к чему-то новому, это наводит тебя к чему-то следующему. То есть ты хочешь добраться до конца и найти этот выход. От этой игры у меня очень много впечатлений, эмоции просто вообще зашкаливали. Было очень весело, паника, не знаешь, что делать, куда одеваться, что где искать, теряешься вообще просто. Но это как бы не описать, если сам не побываешь там и не поиграешь в эту игру. Главное там, чтобы думали все, потому что это командная игра.
и когда вы сплочены, у вас намного больше шансов добраться до конца. Вообще, Квест-Рум может быть с самыми разными сюжетами и легендами. В выходе есть 2 локации – бункер и лаборатория. Каждая локация имеет свой антураж и неповторимую атмосферу. Самое сложное – это воплощение вот этой вот идеи в помещении. Имеется в виду сделать какие-нибудь механизмы и тому подобное. Как идея, она очень интересная. Изначально она в Японии появилась, и самое распространенное, то, что идет, и самое сложное, самое замечательное, это находится в Японии. Можно посудить, сколько якутян играло по нашей стене, которая на 1-м этаже, стена пожеланий. Она полностью исписана, как вы и заметили. Привет, расскажи о своих впечатлениях об игре. Больше всего понравились спецэффекты, которые присутствовали в квесте. Очень интересно сделаны. Там атмосфера такая располагающая, как прилечь. И там кровать довольно удобная. Что бы ты добавила, может, в игру? Может, чего-то не хватает? Зомби. Самое сложное – это понять, 6 или 9. По итогам игры нам удалось выбраться из комнаты за 44 минуты. Да, с подсказками. Да, их было немало. Ну а после квеста можно отдохнуть, выпить чай и пообщаться в антикафе, что мы и сделали. Наше антикафе я очень сильно люблю. Здесь ярко, здесь классно, это как полянка, это как будто какие-то цветочки, грибочки, все такое яркое, хорошее. У нас есть очень много настольных игр, здесь не соскучишься. Самое главное, у нас есть печеньки. Когда мы решили осветить тему Квеструма, мы решили отправить туда команду под кодовым названием «Женская логика». Результаты, если честно, превзошли все ожидания, потому что финальное задание было пройдено капитаном команды наугад. За 2 секунды! О чем это говорит, друзья? Какие бы замечательные умные люди не делали Квеструм и не пытались бы сломать мозг игрокам, всегда найдется этот один человек, который своими ручонками, тыкая где попало, поломает. Ну что ж, дорогие друзья, новогодние праздники, к сожалению, закончились, но мы возвращаемся к вам, отходим ото сна, стряхнув сонное оцепенение. И смотрите наши новые сюжеты, заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ, мы будем ждать. А это была телепрограмма «Пропеллер». Увидимся ровно через неделю. Всем пока. Пока-пока. Let's kick it.